Ударная техника, хорошая физическая подготовка, тактика ведения боя и, конечно же, владение различными приемами. Это не полный список навыков, которыми должен обладать боец смешанного стиля. Наша съемочная группа приехала в бойцовский клуб «Наш», чтобы узнать, кто из бойцов обладает всеми этими качествами, и понаблюдать, как идет подготовка к предстоящей 7-й битве в Назрани. Каждый день в этом зале нарты выкладываются на все 100, чтобы оправдать свое имя. Смешанные единоборства продолжают набирать обороты в нашей республике, стремительно развиваясь. Из стен бойцовского клуба «Нарт» выходят высокопрофессиональные и готовые к сражениям бойцы. В предстоящей битве упорно готовится и Ибрагим Сагов. В спорте он уже давно, с 11 лет, мастер спорта по вольной борьбе, тем самым обеспечил себе хорошую базу. До сих пор он занимался в Москве, но сейчас боец намерен прославлять свою республику. Молодой, сильный и в хорошей физической форме. Сгонка веса для него прошла вполне успешно. Весовая категория 84 килограмма. В этом турнире на профессиональном ринге Ибрагим будет дебютировать. До сих пор он выступал только как любитель. Сегодняшняя тренировка уже, честно говоря, нагрузки идут на спад. Мы прошли хороший тренировочный процесс с нашим тренером Насрудином Тангиевым, который в нас вкладывался, подтягивал во всех аспектах. Ударная техника, борьба, также и партер, и все остальные, в общем, так скажем, технические моменты. Соперник у меня будет из сборной Киргизии. В основном он ударник, скажем так. Ну, я надеюсь, это для нас не будет являться проблемой. Так как соперник является представителем ударной школы, я хочу сначала повязать его, пойти с ним в борьбу, чтобы он немного забился. Вот. После чего руки будут опускаться ниже, и тем самым для меня будут открываться возможности для прострелов, скажем так. А вот Али Албагачиев выступает на битве в Назрани не в первый раз. У него уже богатый опыт и хорошая база. И к третьему своему выходу на рейдж в рамках битвы в Назрани сегодня вовсю настраивается как физически, так и морально. Выступает спортсмен 271 килограмм. Преимущество Али — опыт борьбы как в партере, так и в стойке. Тем более, что он базовый грэплер. Из-за большой ответственности и внимания выступать дома гораздо сложнее, делится спортсмен. На данный момент у нас идет весогоночный процесс. Бойцы подгоняют веса свои. Легкая работа на жгутах, отработки у нас идут. Ну, каждый спортсмен готовится к своему сопернику с тренерами. Тренер ставит задачи, мы работаем по заданиям. Настрой у меня хороший на победу. Я думаю, кто подготовится сильнее, тот и выиграет. Руководство как бы даст бой на М1 челлендж, хотелось бы выступить в битве в горах. Это моя цель. Спортсмены М1, как правило, владеют борцовскими приемами, правилами удушающих и болевых, позаимствованных из грэплинга. И, конечно же, каждый из них уже отточил свою ударную технику в боксе и кикбоксинге. Наверное, поэтому бойцов М1 часто называют универсальными бойцами. Битва дает начинающим спортсменам хорошую возможность проявить себя и достичь заветной цели, отмечает главный тренер и наставник нартов. Сейчас у нас в год бывает 4 турнира битвы на Назрани. Вот. И ребята большой опыт получают, да, в этом турнире. Вот. Турнир очень перспективный. Тренировки у нас проходят усердно. Ребята тренировались, готовились месяц. Утром, вечером тренировались. Тренировки прошли очень хорошо. Ребята все в форме. Вот, они узнали своих соперников. Битва в Назрани — дорога в М1, которая пройдет 20 мая во Дворце спорта «Магаз». Помимо ингушских бойцов соберет спортсменов из Москвы, Дагестана, Чеченской, Киргизской и Кабардино-Балкарской республик. Билеты на турнир можно приобрести в кассах специализированного зала бокса в Назрани и во Дворце спорта «Магаз». Юсуп Гелисханов, Рамазан Зурабов, Новости 24.